К другим темам. С течением времени все меньше и меньше молодых специалистов, окончив вузы страны, возвращаются обратно в Алмазный край. На это у каждого есть свои причины. Кто-то не видит перспектив, кого-то не устраивают социальные условия, другие просто неплохо устраивают свою жизнь в мегаполисе. К сожалению, уже сейчас Алроса испытывает кадровый голод. Особенно не хватает специалистов горного дела. Но есть и такие выпускники, кто вернулся в родной город с твердым намерением работать в алмазной компании. Об одном из них расскажет Наталья Николаева. Обучение в лучшей школе города, качественная подготовка на базе ЦПК, успешное участие в общероссийской олимпиаде. Все это предопределило судьбу нашего героя. Он стал студентом одного из престижных вузов страны – Санкт-Петербургского горного института имени Плеханова. По специальности маркшейдерское дело. Выбрал эту специальность ввиду того, что посоветовал отец, как человек горного производства, посоветовал, что маркшейдерское дело все-таки одна из, так сказать, востребованных специальностей, очень интересная, и сказал, не пропадешь. Каждый год я был обеспечен практикой, производственной практикой, то есть я здесь проходил на водораздельные галечники, рудник Интер, Мирнинский ГОК, в общем. И получил хороший опыт, подготовку, и при устройстве на работу я уже был готовый специалист. Блестяще окончив вуз в 2009 году, он вернулся в родной город и уже 6-й год работает в алмазной компании. Начал свою трудовую деятельность на Интере в должности участкового маркшейдера. Со временем зарекомендовал себя как грамотный и ответственный специалист. Николай был переведен на рудник «Мир», где работает и по сей день в должности старшего маркшейдера. На руднике «Мир» ему приходится решать очень нетривиальные задачи. И здесь приходится решать задачи очень сложные и такие задачи, которые нигде никогда не возникали, даже, то есть они уникальные. Поэтому мы эти задачи решаем со стороны руководства рудника, со стороны руководства ГОКа. Серьезных нареканий по работе маркшейдерской службы вот именно на руднике «Мир» у нас нет. В задачи маркшейдерского отдела на руднике входит подсчет объемов и выдача направлений, контроль потерь при разубоживании. В этом году для оптимизации процесса приобрели лазерный указатель направления. Он позволит максимально снизить разубоживание при проходке очистных лент. В итоге это скажется на экономических показателях и, конечно, обезопасит производство. В коллективе маркшейдерского отдела «Мира» работают целеустремленные, квалифицированные сотрудники. Средний возраст – 25-27 лет. У них много новых идей, нереализованных проектов и, конечно, рационализаторских предложений, которые сделают подземку Алроса более производительной и безопасной.